грамадзянскія ініцыятывы ў Беларусі, падтрымка і ахова ўразлівых сацыяльных груп, удзел Беларусі ў міжнародных арганізацыях і мерапрыемствах па ахове правоў чалавека, праект «Социум» на Радыё Беларусь. Вітаю, сябры, з вамі Яніна Вайцянкова. Сучаснае кіно цікавае, актуальнае, зробленае на высокім мастацкім і тэхнічным узроўні. Сёння гледача трэба не толькі забаўляць, здзіўляць ці пужаць, але вучыць, разважаць і натхняць тварыць. Такую функцыю выконвае сацыяльнае кіно. У Беларусі яно паступова развіваецца і вабіць як гледачоў, так і майстроў. Пра тэндэнцыі сацыяльнага кіно ў нашай краіне, яго місію і тэмы, якія клапоцяць беларускае грамадства, раскажа намеснік дырэктара майстэрні сацыяльнага кіно Константин Воробей. Социум. Для начала, может быть, вы сможете, если это возможно, в 2 словах рассказать о том, что такое вообще социальное кино, для чего оно нужно? Социальное кино — это как игровое кино, так и документальное кино и анимация, в принципе, которая несет более глубокий смысл, а не только ставит целью развлекать зрителя. С 2013 года изучаем этот вопрос, мы понимаем, что очень много фильмов, они на самом деле социальные. И даже те блокбастеры, которые не всегда очевиден, может быть, их социальный месседж, но на самом деле он есть. То есть мы не считаем, что социальное кино — это идеологическое кино исключительно. Это кино, которое заставляет нас задуматься о тех или иных ценностях или рассказывает нам о той или иной проблеме. Отличается ли спектр каких-то проблем на глобальном уровне и на локальном у нас в Беларуси? Есть ли какие-то темы, к которым, на ваш взгляд, белорусская общественность еще не готова? Мне кажется, здесь, если касаться авторов, мы пока видим, что у нас более сильные стереотипы. То есть, когда мы объявляем конкурсы, вот даже последний, это проект «Объективно правы дитяти», на тему прав ребенка мы получаем очень много контента, стереотипного видения этой проблематики. Это дети-сироты, это детские дома, то есть это было абсолютное большинство этой темы. И она подается очень стереотипно, хотя если изучить социальную проблематику более глубоко, что мы пытались сделать в рамках проекта, знакомясь с экспертами, проводя конференцию, то мы видим, что авторы находят более интересные темы, более острые, и вот это вот лучше трансформируется в кино. Готовы, не готовы, мне кажется, я бы не использовал здесь такое разграничение, потому что, во-первых, те темы, к которым не готовы наше общество, как раз-таки они наиболее интересны с точки зрения кино. Во-первых, оно будет острым, дискуссионным, и кино не должно быть однозначным, что мы пока разграничим это хорошо, это плохо. Поэтому, мне кажется, оно от этого становится интереснее, если это темы, к которым общество недостаточно готово. Выбирая темы наших проектов, мы стараемся выбирать то, что не до конца. То есть рассказывать людям, что курить плохо, на самом деле это все и так знают, и здесь есть более глубинные, в том числе психологические причины, почему они не отказываются от курения. А вот донести какие-то неочевидные вещи. Например, недавно опубликовали исследования по целям устойчивого развития, и белорусам предложили разделить на приоритетные темы и неприоритетные темы. В топе вопросы здоровья, экономического благосостояния, и абсолютно неважными, под 43% наивысшие, это вопросы неравенства и гендерного равенства. Это очень странно. Это говорит о том, что люди не знают сути этих проблем. Не понимают, что под неравенством мы понимаем доступ людей с инвалидностью, пожилых. На самом деле люди встречаются с этими проблемами, но они не понимают, что это неравенство, и им необходимо это объяснять. В том числе этим инструментом может быть кино. Угу. То есть миссия кино — рассказать о проблеме, я так понимаю, и может ли кино предложить социальное кино, предложить решение какой-то проблемы? Есть ли такая функция, миссия у социального кино? И можете ли вы назвать какие-нибудь примеры в нашей стране, как социальное кино помогает людям? Если брать с точки зрения нашей организации, наша миссия звучит: создавать культурное, толерантно, открытое общество в Беларуси посредством кино и рекламы. И, в принципе, действительно, это очень мощный инструмент,
опять же, мы здесь основываемся не на своих догадках. То есть если мы посмотрим исследования, какой наиболее потребляемый контент молодежью, например, это кино. То есть это инструмент, который очень часто используется людьми. Должно ли все кино быть социальным? Ну, вопрос спорный. То есть, я, например, больше предпочитаю такие фильмы, но это уже вкусовщина, то есть это каждый решает для себя. Вот. С точки зрения, может ли он что-то изменить, понимаете, это такой сложный процесс. Мы изучали, на самом деле, всегда есть такие 3 уровня понимания проблемы. Первое, ты о ней знаешь. Второе — это ты являешься приверженцем. Третье — это когда ты уже активничаешь, проводишь, может быть, сам какие-то курсы. Поэтому, мне кажется, кино, оно вот на 1 и 2 уровне. Проинформировать и сформировать некоторую приверженность. Потому что возьмем хороший кейс белорусский фильм «Два» Влады Синьковой. То есть это абсолютно социальный фильм, который ставит те проблемы, над которыми люди не задумываются. И вряд ли, конечно, люди вот прямо начнут бороться с дискриминацией, буллингом в школах, вот посмотрев этот фильм, но, по крайней мере, это один кирпичик в этой системе ценностей, которые есть. Кино — это про ценности, про их формирование и закрепление их видения, как они видят общество и мир в целом. Давайте тогда затронем немного тенденции социального кино в Беларуси. Как меняются темы, как меняются подходы, в том числе отношение к белорусскому языку. Больше ли фильмов сейчас снимается на мове, как авторы, как зрители относятся и к темам, и к языкам? На самом деле, сказать, что есть какое-то прям глобальное изменение, к сожалению, нет. Может быть, проблема, что мы работаем, кроме того, не самой популярной социальной проблематикой, мы еще работаем с неразвитым в нашей стране индустрией в плане кинематографии. И здесь стоит вопрос о том, что процессы настолько точны, то есть они не системные. То есть если мы в глобальных индустриях видим какие-то тренды, потому что вся индустрия идет туда, то есть сама индустрия этот тренд двигает и ставит себе это как цель. У нас объективно индустрии нет, потому что нет ни инфраструктуры для этого, нет ни какого-то системного регулирования. И поэтому какого-то вот такого общего движения его нет. Но, конечно, мы видим, что наиболее успешные картины, например, независимых авторов, да и, в принципе, национальной студии, они так или иначе касаются какой-то проблематики, в том числе и социальной. В 2015 году мы проводили проект «Киноспринт» на тему экологии, и фильмы на тему экологии ездили по фестивалям, участвовали в том числе в национальном конкурсе листопада. Сейчас «Альманах объективно», также 2 фильма участвовали в национальной программе конкурсных показов листопада, и сейчас мы показываем их по регионам. То есть, в принципе, мы видим вот эту тенденцию, что особенно те, кто думает о международном прокате, о международном продвижении своих фильмов, они и стараются найти актуальные с точки зрения национального проблематику. Сейчас я вижу, что, конечно, выбор тем, он не настолько становится стереотипным. Как правило, это связано, если проблематика непосредственно волнует самого человека. То есть вот если мы объявляем конкурс, и вот, в принципе, те фильмы, которые победили в проекте «Объективно», практически каждого автора есть какая-то связь с этой проблемой. То есть он ее или прочувствовал на себе, либо это были его знакомые. Потому что, вот действительно, мы, когда этот проект задумали, казалось бы, с темой проблем прав детей, в принципе, все в целом хорошо, потому что люди ее воспринимают тоже. Право на образование, право на нормальное обеспечение, то есть одежда, питание есть. Но если копнуть глубже, это же действительно про буллинг в школах, который объективно есть. Исследования показывают, что, по-моему, каждый 2-й школьник сталкивается с этим. Проблема в том, что автор, который вот берет такие темы, если он не имеет какой-то связи личной или через какого-то знакомого, у него выбор. Либо он ее раскрывает стереотипно, и мы это увидели тоже в некоторых заявках на этот конкурс, либо он пытается копнуть поглубже через экспертов, через общение. Вот, например, сейчас в рамках проекта Cinema Lab авторы общались с жертвами насилия в семье, они общались с психологом, и это помогает им понять. То есть у нас, к сожалению, тоже есть люди, которые стереотипно мыслят и думают, что общение с психологами, с экспертами — это скучно, это убьет их кино. На самом деле нет. Просто важно разграничить, чтобы это не превратилось в социальный ролик,
но при этом взять ту самую важную информацию, которая необходима для драматургии. Вы говорили о том, что показываете фильмы в регионах. Простой зритель может попасть на эти показы, и не только ведь на фестивалях каких-то? Да, вот, например, «Альманах» сейчас по правам ребенка, он показывался уже в Новополоцке, Полоцке, в Новогрудке, в Мозыре мы планируем показы в Солигорске, Пружанах, Минске и договариваемся с другими городами. Вся информация есть в социальных сетях мастерской социального кино, мы размещаем анонсы, поэтому каждый может присоединиться и прийти на эти показы. Кроме того, через некоторое время, после того, как закончится фестивальное продвижение, мы размещаем эти фильмы в открытом доступе, и это тоже анонсируем в СМИ. Какие отклики у зрителей в регионах? Различия есть, но оно в первую очередь связано с тем, что, во-первых, разница в населении, то есть если мы берем Большой Минск, то здесь какое-то прогрессивное комьюнити, понятно, что даже если мы берем, допустим, 20%, это 200 тысяч человек, а если мы возьмем 20% от Бреста, это уже меньше. Эта разница чувствуется. А в регионах есть проблема, что тяжелее найти способы коммуникации с людьми, чтобы позвать их на эти показы, чтобы привлечь их. У нас не очень развито и местные региональные СМИ, на мой личный взгляд, и как-то интернет-пространство не настолько едино. В Минске как-то очевидно, ты знаешь топ-порталов, в которых ты разместишь анонс, и ты гарантированно получишь аудиторию. В регионах это сложнее, даже когда мы привлекаем людей, которые там живут, но мы видим, что те средства, которые они используют, но они действительно еще не до конца развиты. С точки зрения людей, восприятие, в принципе, разное. Не то, что Минск, регионы, тут тоже не стоит обобщать. По разным регионам разное восприятие. Мы стараемся всегда, когда особенно делаем альманахи, чтобы они получались очень разные фильмы в них. И когда мы ездили тоже по регионам, мы показывали в Минске, мы получали, так, этот фильм топ, этот фильм ужасен. А другой человек в другом городе или в этом же говорит, нет, вот этот, который был на последнем месте, он топ для меня, а этот ужасен. То же самое сейчас и с альманахом про права ребенка. Мы сейчас даже устраиваем голосование. В одном городе в топе один фильм, в другом другой. В Минске тоже на разных показах мы абсолютно видим разное мнение. То есть люди в целом, они как бы разные. И здесь вопрос, близка, не близка тема, зацепила, не зацепила, какой жанр тебе больше нравится, то есть здесь и дело вкуса уже подключается. Кто-то, может быть, не любит слишком грустное, там, трагическое кино, и оно уже ему как бы не сильно пойдет. Поэтому я бы не говорил, что есть четкое разделение Минск-регионы. В целом люди разные, контент их интересует разный. Конечно, есть проблема, что белорусский рынок не исследован. Когда мы обращаемся к опыту и Польши, и Украины, там у кинопроизводителей есть понимание в целом интересов аудитории, потому что есть и консалтинговые фирмы, и есть на это финансирование, чтобы изучать зрителя. У нас на самом деле это все-таки работа вслепую. То есть мы понимаем, что да, есть люди, которые уже другого уровня ценностей, но достаточно ли их количество для того, чтобы, в принципе, если мы говорим про кино, оно должно окупать себя. Достаточно ли их для того, чтобы оно было в прокате и окупало себя? Либо есть, опять же, стереотип, что успешная белорусская картина в прокате — это будет какой-то комедийный жанр, развлекательный. Так ли это? То есть мы исходим из опыта исключительно проката голливудского кино, но давайте не забывать, что там и деньги в прокат вкладываются, и в рекламу большие, и, опять же, даже какие-то авторские фильмы или более глубокие фильмы голливудские тоже собирают людей в Беларуси. То есть, этой исследовательности не хватает, и да, это создает проблемы, в том числе и для авторов. Опять же, мы здесь работаем в рамках стереотипов, и, к сожалению, этот вопрос решается исключительно финансово, потому что социологическое исследование для того, чтобы изучить предпочтения белорусов, это требует ресурсов, чтобы его сделать. Мы скорее проводим такой небольшой срез среди наших зрителей, их реакция на фильм, то есть повлияло оно на них, не повлияло, понравился он им или не понравился. С точки зрения глобального мы стараемся инициировать, чтобы провести этот более большой срез, но, говорю, это требует денег, и это требует компетентного агентства, которое это сделает. Социум. Я так по своему скромному опыту могу судить, что в последнее время как раз
именно социальное кино, если мы говорим только о белорусском кино, набирает популярность в нашей стране. Как вы считаете, это общая тенденция для среднестатистического белоруса? Становится ли наш зритель более открыт к глубоким темам, открыт к дискуссии, к обсуждениям? Мне кажется, да, и у меня есть подозрение, что он был и ранее открыт, просто с этим не работает. Здесь очень много этапов, которые, то есть кроме того, что фильм должен быть цепляющим зрителя, действительно нужно правильно оценивать и пиар, и продвижение этих фильмов. Поэтому, мне кажется, в том числе влияет тот факт, то есть не то, что общество начало меняться, но и продюсеры, кинематографисты нашли какие-то инструменты для того, чтобы достучаться до зрителя. Но опять же, мы смотрим, сравнивая, допустим, там 13-й год в Беларуси с 20-м годом в Беларуси. Но если мы сделаем такой срез сравнительный с другими странами, то там, в принципе, национальное кино, оно еще больше пользуется успехом, и опять же, в том числе за счет системных мер. Поддержки в прокате там, со стороны государства, со стороны кинопроката, и рекламная поддержка, и в целом наличие рекламного бюджета. То есть в этом плане мы выглядим на таком, честно, довольно примитивном уровне. Это нужно понимать и тоже оценивать объективно. Да, конечно, люди ходят, но, например, проблемы очень многие, и мы с этой проблемой сталкиваемся, наши коллеги, что не в каждый оригинальный прокат тебя возьмут. Кинопрокат оценивают тоже с точки зрения убыточности и безубыточности, и в хорошее время он не всегда дает белорусскому кино время для показа. И это вопрос или стимулирования, или рекламной поддержки сильной. Вы как раз заговорили о поддержке, а как обстоит в этом плане с государственной поддержкой? Существует ли на социальное кино какой-то госзаказ, будь то материальная или, может быть, моральная поддержка? Я бы оценивала таким образом. То есть, конечно, система поддержки, она есть. И те темы, которые выбирает Министерство культуры, они в большей степени социальные, которые выбирают. Вопрос, что данная система, она, к сожалению, неэффективна. И, в принципе, министерство это признает, потому что каждый год мы слышим, что вот-вот будет какая-то реформа кинематографии. Проблема в том, что пока нету единого видения. Давайте тоже будем объективны. Производить кино по заказу весьма сложно. Конечно, молодые, например, авторы, они более, может быть, к этому открыты, потому что наши конкурсы, они тоже тематические. Но, опять же, когда мы каждый раз подбираем тему для проекта, мы стараемся, чтобы она была, во-первых, широкой, чтобы они в рамках этой темы могли найти множество подтем. И второе, мы стараемся, чтобы действительно в теме был потенциал для, например, игрового фильма. Пока, например, в конкурсах Министерства культуры с этим сложнее, на наш взгляд. Кроме того, конкурсы и не пользуются популярностью. Но при этом, с другой стороны, если вы придете на любую какую-то дискуссию, открытую или обсуждение, вам кинематографисты будут говорить о том, что нет ресурсов. Здесь получается такая ситуация, что, с одной стороны, вроде бы ресурсов есть, но кинематографисты говорят, что их нет. И скорее проблема в механизме, потому что его необходимо скорректировать. Опять же, не нужно это понимать, что значит надо дать деньги всем. Просто нужно сделать механизм, который был бы конкурентный, и компании бы, и частные кинематографисты, и молодые через продюсеров не боялись бы на него подаваться, потому что, по сути, они не подают заявки. И мы получаем низкую конкуренцию, отсюда не всегда и хорошее качество. В тех проектах, которые реализует мастерская социального кино, они, конечно, больше реализуются за счет фондовой поддержки. Это иностранная поддержка, но которая проходит согласование Министерства культуры, они дают нам письма поддержки. То есть, в принципе, в рамках этого согласовательного механизма они поддерживают данные инициативы и дают реализовываться таким проектам. Есть ли какие-то механизмы, которые можно позаимствовать? Можем ли мы у наших соседей из ближнего зарубежья чему-то научиться в плане взаимодействия государства и кинематографисты? Можем. И в принципе, это и продвигает мастерская социального кино. В прошлом году мы с еще 6 компаниями инициировали создание гильдии продюсеров и кинопроизводителей. Мы начали очень заниматься этим направлением и законодательного регулирования, и в целом развития индустрии. И наши предложения, все, которые мы предлагаем Министерству культуры, они базируются на опыте стран из Восточного партнерства, из СНГ в том числе. Потому что на самом деле, к сожалению, с точки зрения не кино, а индустрии,
мы настолько отстали и неконкурентоспособны, что просто уже можно брать и заимствовать лучше у каждой страны, потому что ряд мер, которые и Украина, и Польша, и Молдова, и Грузия внедрили для того, чтобы вот именно поднять рынок. Опять же, нужно отделять, что все может быть прекрасно, да, то есть молодые авторы, и не только молодые, могут делать свои хорошие картины, но мы говорим о наличии рынка, то есть возможности получения финансирования, альтернативных источников финансирования. У нас, к сожалению, этого нет. Такой вот набор, наверное, мер, который может быть. Во-первых, это изменение условий конкурса, который сейчас есть в Министерстве культуры. Мы привозили в сентябре польских преподавателей из школы Вайда, это одна из лучших европейских киношкол, и они работали с белорусскими сценаристами. У них в одном из интервью спросили про низкое качество сценариев, кризис идей. И очень правильный был у эксперта ответ, на самом деле, что те, кто говорят, что в Беларуси слабые сценарии, нужно у них спросить, сколько они готовы за них заплатить. Опять же, про системное решение проблем. Если мы говорим, что у нас слабые сценарии, значит, мы должны вложиться в то, чтобы у нас появились сильные сценарии. Например, в Польше вы можете получить грант, если вы поляк, грант около 15 тысяч евро на то, чтобы разработать сценарий. Но если, допустим, Польский киноинститут вам откажет, вы этот грант не возвращаете, потому что это, по сути, работа сценариста. И в данных условиях я верю, что сценарист может сделать хороший сценарий. Во-первых, у него есть определенный запас средств на то, чтобы не работать, потому что многие белорусские сценаристы работают с 8 до 15, до 17 на какой-то основной работе, а по вечерам должны как-то из себя выдавливать творческий потенциал после рабочего дня. То есть он, во-первых, может не работать и на эти деньги жить для того, чтобы писать сценарий. Во-вторых, в Европе очень развито такое понимание, как скрипт-докторинг, то есть это анализ сценария, когда обращаешься к эксперту, который проанализирует, найдет слабые места в сценарии и порекомендует, как с ними поработать. В Германии, например, эта услуга стоит 2000 евро. Это все направлено на то, чтобы повысить качество сценария. А у нас получается немножко странная система. То есть мы говорим, что сильных сценариев нет, но при этом мы будем каждый год объявлять конкурс на финансирование фильмов, отдавать там $4,5 миллиона, когда можно было бы хотя бы, не знаю, определить $100 тысяч на то, чтобы помочь в разработке сценариев, привести тех же менторов зарубежных и с этим поработать. В рамках конкурса нужно выделить несколько направлений, там, препродакшена, продакшена, постпродакшена. Можно же поддерживать картины, которые уже в производстве, то есть особенно в документалистике, когда автор уже снимает что-то, ему необходимо доделать свой продукт. Конечно, поможет и вливание зарубежных средств. Опять же, здесь вопрос, много сегодня говорим о стереотипах, потому что культура воспринимается как датируемая сфера. Хотя, опять же, если мы пойдем в Европу или в ту же Грузию, там уже вопросы культуры, они в том числе ведутся Министерством экономики, потому что есть понятие креативной индустрии, креативная экономика. И опять же, если мы посмотрим на сегодняшнюю жизнь, то действительно с ростом дизайна, рекламы, кино — это то, во-первых, куда хочет идти молодежь. Когда процессы в промышленном производстве уже максимально автоматизируются, мы говорим о том, что не надо там уже много людей, то действительно креативная индустрия, они, скорее всего, останутся, потому что это все-таки связано с творческим потенциалом. На этом можно зарабатывать. В том числе кино, оно может быть источником поступления средств из-за рубежа, поступления валюты в страну. Но для этого необходимо унифицировать наше законодательство с европейским, с общемировым. То есть есть и конвенции Совета Европы и ЮНЕСКО, в рамках которых необходимо работать. Сейчас многие наши страны-соседи, и Россия, и Украина, и Польша, и Литва приняли возврат средств. Например, если приходит иностранный производитель на рынок и хочет снять что-то, то те деньги, которые он свои потратит в этой стране, ему от общей суммы вернут от 25 до 35%. Потому что, по сути, он поддержал какого-то производителя, на базе которого он это делает. Этот производитель выплатил зарплаты людям, заказал какие-то услуги. То есть это все равно налоговое поступление в страну и плюс обеспечило людей работой. То есть, говорю, на самом деле наработок настолько много, что нам просто нужно это все наконец-то систематизировать и просто понять, что для нас приоритетно. Необходимо хотя бы иметь видение, куда мы движемся и в какой перспективе мы можем на это выйти.
Мы, например, с прошлого года активно работаем с Министерством иностранных дел по поводу присоединения к фонду «Креативная Европа». Это европейский фонд, в рамках которого и фестивали, и кинопроизводители, и киношколы могут получать финансирование на различные образовательные инициативы и производства. Здесь недостаточно только, чтобы государство заявило желание в этой программе принять участие. Это и вопрос взноса, то есть это Министерство финансов. Это и вопрос, готовы ли нас принять как страну в эту программу. Это уже растянется на, в лучшем случае, год-два. Кроме того, нам необходимо еще очень много усилий для того, чтобы здесь внутри страны договориться. И поэтому необходимо действительно вот это видение и понимание, как мы решаем эти проблемы. Социум. Правы чалавека як індыкатар развіцця сучаснага беларускага грамадства. Сябры, на сёння гэта ўсё. Нагадаю, у студыі Радыё Беларусь мы гутарылі з намеснікам дырэктара майстэрні сацыяльнага кіно Канстанцінам Вараб'ём, які распавёў пра тэндэнцыі сацыяльнага кіно ў нашай краіне, яго місію і тэмы, якія клапоцяць беларускае грамадства. На гэтым я, Яніна Вайцянкова, развітваюся з вамі, паважаныя слухачы, да наступнага тыдня. Заставайцеся на хвалях Радыё Беларусь. Грамадзянскія ініцыятывы ў Беларусі, падтрымка і ахова ўразлівых сацыяльных груп, удзел Беларусі ў міжнародных арганізацыях і мерапрыемствах па ахове правоў чалавека. Пра гэта і шмат іншага расказваюць беларускія сацыёлагі, палітолагі, эксперты ў галіне міжнароднага права, актывісты беларускіх грамадскіх арганізацый у праекце «Социум» на хвалях міжнароднага радыё «Беларусь».